и он просидел в тюрьме около 5 лет. Мне реально очень больно об этом высказывать, потому что мы с папой очень редко виделись. И летом прошлого года, когда он скончался, моя мама прилетела ко мне домой. Это реально факт. Она прилетела ко мне домой в Москву вместе с моей младшей сестрой Маликой. Еще раз повторюсь, те, кто видели и следят за мной давно, они видели истории с ними. И у нас за неделю до того, как мой папа скончался, умер наш зародыш. Мама была беременна, а папа был в тюрьме, и у них свиданка была раз в 3 месяца. Еще раз повторюсь, моего папу предал его друг. И моя мама была в положении, и за неделю до того, как это случилось, мама потеряла своего ребенка, потому что она прилетела ко мне, и она перенервничала, видимо, и у нее случился выкидыш. Как вспоминаю в этот день, мне становится очень тяжело. И после этого, через неделю, я звоню, точнее, мама мне звонит и говорит, что папы больше не стало, и я жила на Трехпрудном переулке. Мне было очень обидно, мне было очень грустно, и я не могла поверить этому. И даже опрос, который я делала недавно у себя в Инстаграме, последний вопрос, можете сейчас посмотреть, для достоверности моих слов, там под последний 17-й вопрос, точнее не вопрос, а утверждение, это то, что я никогда не была на похоронах. Так вот, возникает вопрос, была ли я на похоронах своего папы? Ответ очень простой. Нет. Я объясню, почему я не была. Чтобы не говорили, что я вот такая тварь, не была на похоронах своего папы. У меня маленькая сестренка, которую многие знают. Ее зовут Малика. И моя маленькая сестренка, которая буквально несколько раз в своей жизни видела своего папу только на свиданках. Я маме не разрешила, чтобы она его увидела мертвым. Она даже не понимала, что он умер, и мы не хотели ей об этом говорить, потому что она бы очень сильно переживала. Но спустя некоторое время она мне задала вопрос и сказала, я даже это как вчерашний день помню. Она мне говорит: Апа, это сестра, говорит, апа, а наш папа реально умер? Правда, точнее, а наш папа правда умер? Я говорю, а кто тебе это сказал? Она говорит, ну я же понимаю, что его сейчас не стало, и я плачу вместе с ней, потому что они ко мне прилетели, я не хотела, чтобы моя младшая сестренка увидела тело папы мертвым. И я не хотела этого искренне. И моя сестра пережила столько, что даже я это не пережила бы в детстве. Она очень сильная девочка. Малика — это моя гордость, как и моя вторая сестра Марина, как и мой брат Икром. Я их очень сильно люблю, так же, как и люблю свою маму. Я искренне хочу вам признаться, то, что для меня родные стоят на первом месте. Я зарабатываю чистым образом, чистым трудом, не раздвигая, еще раз повторяюсь, ноги, как я бы своим лицом и своим телом могла бы это делать. Я зарабатываю чистым деньги для своей семьи, я стараюсь для них. Для них я папа, я их заменила, я папу заменила. И поэтому у меня есть это стержень. И поэтому я хочу, чтобы у каждого из вас была эта стержень. Я молчала все издевки со своих родственников и даже со своей бабушки с папиной стороны, который после смерти моего папы, который был только недавно, этим же летом, она просто пошла и забила хрен на то, что его сын
точнее, не покупаю себе недвижимость в Москве и не шикую, раздвигаю ноги перед какими-то олигархами или сыновьями олигархов. Я помогаю своей семье зарабатывать деньги. Я зарабатываю деньги, отправляю своей маме на то, чтобы она сделала ремонт в нашей квартире, которую никогда никто этим, точнее, в которой никогда никто этим не занимался. И когда наш папа умер, я стала просто мужиком в нашей семье и стала помогать своей семье. У нас 3 детей. И я помогаю им. Я помогаю всем 3 детям, своим братьям, своему брату, точнее, 2 сестрам и своей матери. Я им отправляю каждый месяц деньги, чтобы они сделали ремонт и переехали ко мне в Москву, потому что я по ним очень сильно соскучилась. И нет, я не зарабатываю деньги, раздвигая ноги, как многие из моей национальности пишут в комментарии. Я зарабатываю своим честным трудом. Я никогда в жизни своего подписчика не обманывала. Все, что у меня происходило в моих конкурсах, все, что я делала в разных розыгрышах, все это было по-честному, потому что я не люблю несправедливость. Я сама против него. И когда я, проходя через все это, понимаю, как живут другие люди, как я могу обманывать своих подписчиков. И поэтому мне сейчас обиднее всего не из-за того, что у меня такое все вот настроение, что у меня что-то в личной жизни не сложилось или что-то про меня кто-то плохое написал. Мне обидно за то, что мои подписчики, которые на меня подписаны, они пишут про меня гадости. Именно из-за этого интересно смотреть на тебя, когда ты страдаешь. И из вас ровно половина человек, ебаных лицемеров, которые просто смотрят прямую трансляцию, чтобы посмотреть, что будет дальше, сгорит она или нет. И поэтому ровно наполовину я разделяю вас всех. И половина людей, которые действительно смотрят меня искренне, очень прошу, чтобы вы распространили лишь мои слова, а не записи экрана, потому что мне бы не хотелось посмотреть на себя со своими друзьями. Не будь мои подписчики моими друзьями, я бы сейчас не сидела в слезах и не говорила, что мне пишут плохие комментарии. Потому что я захожу к человеку, который мне пишет плохой комментарий, и когда я вижу, что он подписан на меня, мне становится обиднее в 10 раз больше, нежели если бы он не был подписан на меня. И захожу в дайрект, я читаю, что этот же человек писал мне, что он очень гордится мной, что ему нравятся мои видео, но в комментариях он пишет про меня гадости, и мне за это очень обидно, за то, что у нас очень много лицемерных людей. Я очень извиняюсь, что я вас напрягла. Я очень извиняюсь, что я в таком состоянии вам рассказываю все это, но у меня реально это все накипело. Я очень долго молчала, я очень долго терпела. Я молчала все издевки со своей нацией. Я очень терпела. Мне за это очень обидно. Я это все не рассказываю вам. Но сейчас, если этот момент настал, то просто знайте, что я очень редко затрагиваю эти темы. И если я их затрагиваю, то значит, что у меня накипело. И сейчас именно тот момент, когда у меня реально накипело. Цель. Вообще по жизни моя цель это то, чтобы люди уважали друг друга и относились к себе бережно. Я очень бережно отношусь к своей семье. Я недавно потеряла своего отца. И мне его очень сильно не хватает. У кого есть родители, берегите их, общайтесь с ними больше. Я, к сожалению, не могу увидеться со своей семьей так часто, потому что они живут пока в Екатеринбурге. Но я им оплачиваю деньги за ремонт, чтобы они поскорее это сделали и переехали ко мне, и чтобы мы эту квартиру сдавали, потому что те, кто за мной давно наблюдают, они видели, в каком состоянии наша квартира. И я далеко
далеко не из богатой семьи, мой папа не олигарх, и меня не обеспечивают спонсоры. Я никогда в своей жизни не раздвигала ноги перед кем-то. Для меня самое важное это то, чтобы женщина, девушка, неважно, держала свое достоинство и была сильной и мудрой. И у меня это закон, потому что в меня это все постоянно говорили и внедряли мои родители и мой папа, который меня отпустил, чтобы я в дальнейшем ходила и зарабатывала деньги для того, чтобы я обеспечивала семью. У него своя была история, когда его друзья